Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Собачья тема в последнее время не сходит со страниц изданий и не уходит из соцсетей. Мнения высказываются самые разные. Одни предлагают бездомных собак, как раньше, отстреливать, другие считают, что им, наоборот, нужно помочь выжить. Кроме того, раздаются призывы ввести обязательное чипирование и регистрацию животных, чтобы в случае чего можно было найти владельцев и наказать их. В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал ужесточить наказание за нападение собак, так как сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, это максимум арест до 6 месяцев, тогда как за жестокое обращение с животными предусмотрено лишение свободы до 3 лет. По статистике Роспотребнадзора, ежегодно с бездомными собаками сталкиваются от 250 до 300 тысяч человек. Чаще всего такие встречи заканчиваются укусами. Например, в 2022 году в медицинские организации обратилось более 228 тысяч человек. Но бывают случаи, когда собаки загрызают людей насмерть. В последнее время чаще всего жертвами таких нападений становятся дети. В марте этого года в Свердловской области собачья стая загнала детей на горку во дворе, но эта история закончилась благополучно. 16 апреля в Оренбурге животные загрызли насмерть 8-летнего ребенка. 17 апреля в Чите собаки напали на детсадовца. В Пушкине, под Москвой, на детской площадке домашний пес мертвой хваткой вцепился в 2 детей. В прошлом году в селе Домна Забайкальского края стая собак днем загрызла 7-летнюю девочку. А Якутия еще не отошла от декабрьской трагедии 2021 года. 10 мая стая собак напала на 63-летнего мужчину в Иркутской области. От полученных травм пострадавший умер. В других городах таких случаев накопилось десятки. Эти происшествия вызвали большой резонанс, и правительство страны уже поддержало новый законопроект, объяснив это тем, что в некоторых регионах страны сложилась неблагоприятная обстановка с бездомными животными. В отзыве правительства указано, что предлагаемые изменения вполне обоснованы и будут обеспечивать безопасность и законные интересы граждан, поскольку будут предотвращать опасность от бездомных животных. Действительно, дикие случаи вгоняют в гнев населения, и все же вчера Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ответственности обращения с животными, которые дают регионам право решать на месте данный вопрос. Свои пути решения нам сегодня предлагает председатель административной комиссии города Якутск Феликс Александрович Антонов. Здравствуйте, Феликс Александрович. Да, ну все-таки вот вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект. Мы дальнейшее ждем еще 2 чтения, да, как примут. Вот. У меня есть немножко вот такая печальная статистика, да, я все-таки озвучу ее. Там, где вот федеральный закон добросовестно исполняет, это в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях, численность бездомных животных снижается. Например, вот в Нижнем Новгороде с 2018 по 2021 год бездомных собак стало меньше на 76%. Вот в то же время есть регионы, где местные власти не смогли реализовать программу. Это Астраханская область, куда входим мы, Республика Саха-Якутия, Красноярский край и Бурятия. Основная причина, вот как указывает президент фонда НИКа Вера Митина, это неэффективность, в общем, как неправильная организация программы, да, и неэффективность, вот, как мы там, отлов, стерилизация, да, ОСВВ мы называем. Да, я понял. Да. Все-таки вот после всех трагедий, все-таки 25 апреля 2023 правительство одобрило вот, тот же законопроект. Да? На самом деле, вот, означает ли это, что теперь власти регионов могут сами решить эту проблему, этот сложный вопрос, собачий вопрос, так скажем, на месте? Надо понимать, что этот закон о ответственном содержании животных вызвал неблагоприятные обстоятельства в селах и городах. С чем это связано? Надо понимать, что бродячая собака в любом случае является источником повышенной опасности.
Это все равно, что не совсем адекватный человек с костяными ногами бегает рядом. И который он может применить в любое время. А человек в это время безоружен. Важнее безопасность человека, а не безопасность животного. У нас получается сейчас наоборот. Обратный выпуск, он, я считаю, не совсем оправдал себя, потому что бродячих животных становится не меньше. Но, тем не менее, по статистике Минздрава Республики Саха-Якутия, укусов, нападений от собак в этом году стало намного меньше. Если, например, в 2021 году в городе Якутске было нападений 1100 примерно, а в 2022 году стало 900 сколько-то, то в этом году за первый квартал этого года 48 укусов собак людей. И что повлияло, как думаете? Что повлияло? То, что наши власти города Якутска обратно не выпускают собак. Их содержат пожизненно. В приюте? Да. У нас нет приютов, на самом деле. У нас есть пункт передержки, временной передержки домашних животных, безсанкционных животных, собак и кошек. Причина в этом? Да, причина только в этом. Если бы обратно их выпускали, то укусов было бы намного больше. Соответственно. Вот смотрите, как отмечают эксперты, за 5 лет существования действующего законодательства половина регионов России палец о палец не ударили для его исполнения. В 30% регионов, да, отсутствуют питомники, говорят, соответствующие нормативам. К примеру, в Москве на содержание бездомных собак тратится почти 1,5 миллиарда рублей, а в Якутске 38 миллионов. Это было озвучено, по-моему, во время круглого стола, да, когда рассматривали данный вопрос. А вот как обстоят дела с нашим, как сказали, с пунктом передержки бездомных животных? Я не совсем компетентен, буду отвечать на такие вопросы, но тем не менее, по моим данным, сейчас в данное время в пункте передержки содержится более 1200 собак, и они содержатся пожизненно. И соответственно, содержатся за эти деньги, за 38 миллионов рублей. Я считаю, что эти деньги могли бы использовать по другому назначению, например, для питания детей или на СВО, а не на содержание собак. По данным Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, в 2021 году было 1055 случаев нападений собак на людей. В 2022 – 979 случаев. За первый квартал 2023 года – 48 случаев. Вообще, как вы сами относитесь к данному законопроекту, которого приняли депутаты Госдумы? Законопроект говорит о том, чтобы не применять, не использовать, не исполнять 4 пункта статьи 18 этого закона о содержании животных, об ответственном содержании животных. Там не говорится об усыплении или об отстреле животных. Вообще отстрел — это тоже общеопасный способ, и никому не понравится, если рядом будет кто-то стрелять. Поэтому до отстрела точно не дойдет. Законопроект говорит о том, что регионы, местные власти самостоятельно будут решать, что делать с ним, со своими бездомными животными, с учетом климатических, географических, социально-экономических и иных финансовых, самое главное финансовых, наверное. Позволяет ли бюджет нам содержать столько животных, армии животных и кормить их пожизненно? Или не позволяет? Вот это вопрос. Но тем не менее, первым же в прошлом году на обстрел собак пошел глава Бурятии. Вы помните, да, этот случай? Алексей Сыденов, он, вопреки федеральному закону, издал указ не выпускать привитых и стерилизованных собак из приютов на улицу, а бродячих отстреливать. Как вообще вы к этому относитесь? К отстрелу я отношусь отрицательно. У нас до отстрела не дошло. У нас, тоже не выпускают бездомных животных. То есть они там будут жить пожизненно, да, как вы отметили. А вообще поможет ли стерилизация? В какой-то степени, да, возможно, теоретически, потому что через какое-то время размножение стало бы меньше,
Но здесь есть другой нюанс. Почему размножение продолжается? В связи с тем, что собаки у нас, самовыгул собак, он все равно порождает размножение бродячих собак. Если отсечь самовыгул, тогда только может быть через, может быть, года 2 или 3, это уже как сработает на месте, только тогда мы сможем сказать, что исключить размножение собак от хозяйских собак с бродячими собаками. То есть если хозяйские собаки не будут гулять сами по себе и размножаться, тогда только мы исключим дальнейшее размножение. Только стерилизация бездомных собак это ничего не приведет. Мгм. Ну вот я недавно читала интервью кинолога с 20-летним стажем, сотрудника службы спасения Максима Белодедова, да, где предлагает он травить бездомных собак, просто вот травить, а не отстреливать. Вот. Он же говорит, когда собака попадает в стаю, вот как вы говорите, да, срабатывает стойкий этот инстинкт, стайный, да, и что очень страшно и приводит к трагедии. Он предлагает просто вот отраву там кидать возле мусорных баков, там, где особенно вот они собираются. Вот так вот предлагает, кинолог предлагает. Я вообще вот сама не вижу, вот, не знаю, к примеру, вот, не вижу вообще вот полноценного решения данного вопроса. Ни в усыплении, ни в отравлении, ни ну, как бы, вот, стерилизации, не знаю, тем более вот, пожизненное содержание животных. Ну, у меня есть собаки, 2 собаки, которых мы держим, любим, они члены нашей семьи, да. Вот, документы, паспорта все имеем. Но, тем не менее, опять же, я не хочу, чтобы люди гибли ну, как бы, в руках, в зубах собак. Это очень страшно, конечно, это вообще уму непостижимо. Вы вообще как видите свое вот решение, свое мнение, какое у вас? Ну, по поводу отравления собак я тоже против, потому что от этого яда могут пострадать и домашние животные, и люди, соответственно. Я вижу решение проблем в отлове, во-первых, отлове всех бездомных животных, исключение самовыгула домашних животных, хозяйских собак, а после отлова усыпление агрессивных и собак, которые уже нападали на людей, в любом случае, и какое-то время содержания неагрессивных собак в приютах, питомниках, пунктах передержки. И по истечении какого-то времени, конечно, уже усыпление, потому что по жизни содержать собак это невыгодно. Конечно. Плюс щенки. Ну, вот на рынках мы или на улицах видим же в ящиках, в коробках щенки. Куда их девать? И плюс раздача неагрессивных собак уже другим людям после стерилизации. 90% этих собак остаются в приюте. Да, к сожалению, так. Да. Ну, потому что их слишком много. Кто возьмет 1200 собак к себе? Кстати, вот еще отмечу, да, приказом Департамента ветеринарии от 9 февраля 2021 года отменен порядок регистрации собак и кошек в Якутии. Почему? Ну, я бы тоже хотел спросить, почему. Да, действительно, до 2021 года у нас есть статья в КоАП РСЯ 5.3, это статья о уклонении от регистрации собак и кошек. По этой статье протокол составляли мы, и очень даже массово, после применения этой статьи 5.3, граждане массово стали регистрировать своих собак и кошек. Стояли даже очередь длинные перед ветеринарией. А в 2021 году, эта статья 5.3, она отсылочная, отсылает на порядок регистрации, и вот этот порядок в 2021 году они отменили. Обещали принять новый порядок, но его до сих пор нет пока что. И когда примут, тогда только статья опять начнет работать. Поэтому сейчас мы не можем протоколировать за отсутствие регистрации животных, собак и кошек. А нельзя обратно вернуть вообще вот этот... Но это вопрос, да, департамента ветеринарии. Только они решают этот вопрос? Да. Как регистрировать? Порядок регистрации животных, собак и кошек за ними. Мы его только исполняем. Если порядок примут, то тогда мы уже начнем работать, наказывать уклонистов. Вот во время круглого стола, опять же, вот наш мэр Евгений Григорьев, да, отметил, что процедура вот, отлова, стерилизации
вакцинации, возврата у нас не работает. То есть отпускать собак обратно в город нельзя. Конечно. Они по-прежнему сбиваются, опять же, вот в стаи и представляют угрозу жизни и здоровью человека, также и экологии, да? Вот. Ну, вопросы, опять же, вот пожизненного содержания, эвтаназии, это, не знаю, вот как все-таки вот вообще мы можем решить этот вопрос в Якутске, допустим, если все-таки к депутату примут этот вопрос, этот законопроект, будет у нас закон уже, да, что мы должны у себя на местах решать данный вопрос. Вы, как председатель административной комиссии города, столицы республики, вообще как видите? Например, вот оренбургские депутаты предложили, нужно усыпить собаку, если хозяин не найдется через 30 дней, да? У них, по-моему, там 3 пункта. Агрессивных собак и третье еще что-то было. Вот этого я не помню, врать не буду. Вот я тоже придерживаюсь этого мнения, потому что так же, как я уже говорил, пожизненное содержание собак это невыгодно. Поэтому агрессивных собак это точно нужно усыплять. После отлова, без отстрела собак. Просто отловили собаку, приютили на какое-то время. Если она агрессивна, сразу усыпили. Если она не агрессивна, попытались передать другим рукам. Если никто не получает в течение, там, может быть, не знаю, месяц-два, сколько, как скажут депутаты, полгода содержания в течение этого времени, после этого уже, конечно, усыпление, я считаю. Ну, я думаю, что численность бездомных собак все-таки растет по вине граждан, которые выбрасывают своих вот животных, да? Да. Тех же щенят, например. А законных оснований для привлечения этих граждан у нас опять-таки нет, да? Есть правила. Механизм регистрации у нас отсутствует. Почему? Есть правила содержания собак. Правила Содержания собак и кошек. Так. За нарушение этих правил наступает ответственность по статье 5.4. А эта статья уже подведомственна только департаменту ветеринарии, мы тут никак не можем повлиять на эту статью. Вот тоже тема, инициировал изменения в законопроект, Кодекс Республики Саха-Якутия в административном, чтобы эту статью 5.4 передали нам, административным комиссиям. У всех муниципальных образований, городов и сел есть свои муниципальные административные комиссии муниципальные. А также есть должностные лица, которые просто полномочны составлять протоколы. Это не члены административной комиссии, а должностные лица, специалисты, которые составляют протоколы и передают административную комиссию на рассмотрение. Но не у всех районов есть специалисты департамента ветеринарии. Не везде они есть. И даже если есть, их очень мало. И они явно не справляются с этим валом нарушений. Поэтому я считаю, что эту проблему можно делегировать муниципальной власти, чтобы они сами решали эти вопросы, сами протоколировали и контролировали это направление. Тогда уже через какое-то время, соответственно, выбросов собак, щенят, самовыгула собак станет меньше, намного меньше, и, соответственно, станет меньше и бездомных собак. То есть вы, как председатель административной комиссии, вы будете их контролировать, работать с ними, Регистрация животных мы же контролируем. Да, Регистрация животных за нами, почему бы и содержание животных нам не передать? А что же делать тогда, опять же, административное наказание, да? Что же делать, допустим, если соседская собака пока никому еще не причинила вреда, но держит всех в страхе? Допустим, в подъездах там есть такие собаки, вернее, в квартирах. Есть в частных домах такие собаки, которые иногда выпрыгивают или там выбегают. Собака не должна выбегать за пределы своей территории. Если она вышла за пределы территории, она должна быть на наморднике и с поводком. Ну и что же делать в этом случае? И тогда, это уже 5.4. То есть дальше пойти в департамент ветеринарии или к вам? Пока в департамент ветеринарии. Мы ничего не сможем сделать пока. А департамент что сможет сделать? Запротоколирует данные обстоятельства и наложить штраф на данного гражданина. Чтобы он больше так не делал. Чтобы он смотрел за своей собакой, чтобы она не прыгала за территорию. Как выгуливать собаку? Свободный выгул собак без поводка разрешен на территориях для выгула и дрессировки животных.
Посещение непродовольственных магазинов разрешено, если нет запрещающих знаков. При их наличии собака должна будет остаться на привязи в наморднике. Исключением служат собаки-поводыри, которые сопровождают слабовидящих людей. Собаки, требующие особой внимательности, должны гулять в специально отведенных местах в наморднике. Носить с собой тару для экскрементов обязательно. При переходе дороги и магистрали собака должна быть на коротком поводке. Если честно, я тоже не вижу тут логики, да, содержать безнадзорных Пожизненно. собак, да, пожизненно. Тем более, вот действительно, их же никто себе не возьмет все равно, потому что так или иначе у любой семьи есть свой друг, ну, собачка, да. Ну, кто-то вот с большим сердцем человек может взять эту собаку, но опять же мы не знаем, ну, как бы, какой характер у этого пса, да? Это, да, уже сформировавшиеся особи, уже, Тем более уже взрослые. взрослые, которые приучить к домашним условиям, наверное, будет очень-очень сложно. Мгм. А сейчас вообще вот, то есть вы конкретно не можете сказать, какую сумму сейчас выделяет бюджет в этот... И я не знаю, эта информация мне недоступна. Мгм. Ну, мы говорим 38 миллионов. Не мы говорим, а Ну, вот из данные. источников, из средств массовой информации говорят, что 38 миллионов рублей выделяется. Еще один момент, да, который не учитывает действующий закон об ответственном обращении с животными, да. Собаку, которая вот получила бирку, нельзя отлавливать повторно, мы говорим. Да. Но ведь та же прививка от бешенства, которую делает вот отловленным животным, действует только год. Мгм. Как делать прививки бездомным собакам тогда, потом? Ну, это получается нонсенс. Отлавливать обратно нельзя, и получается срок просрочен вакцинации. В этом случае нужно доработать закон. Закон в любом случае. Закон вот это живой материал, живой организм, можно сказать, который дополняется, что-то убирается. Он всегда двигается. Ну вот буквально на днях же в средствах массовой информации была информация о том, что в Алайховском районе, да, обнаружили 2 собаки, по-моему, с бешенством. Нет, еще не слышал. Мгм. Вот, это вот на сегодняшний день. Вот что с ними делать? Если с бешенством, то это уже угроза для общества в целом. И, наверное, уже... На севере тем более, а мы говорим о городе Якутск. Да, наверное, уже усыплять их нужно, потому что это же неизлечимая болезнь. Мгм. И плюс они еще пойдут, нападут на кого-нибудь, да? Да, тем более. А в городе Якутске у нас нет таких собак. Ну, это вопросы департамента ветеринарии на самом Опять, деле. Я даже не сложно сказать по Ясно. этому поводу. Ага. Если безвозвратный отлов узаконят, да, куда будут помещать собак и на какие средства опять же содержать? Вот, по этому вопросу уже местные власти должны решить, что делать с теми собаками, животными, которые содержатся у нас в пунктах передержки. Ну, то есть мы пока не готовы. Да, мы говорим, Никак. что да, вот в первом чтении Госдума приняла там законопроект, а мы вот должны же быть как-то готовы, наверное, к этому-то принятию закона. То есть у нас какой-то свой проект же должен быть. Ну, конечно, у всех, Пока у нас ничего у нет, всех лист на языках чистый. только ходит теория в том, чтобы обратно не выпускать, а усыплять собак, если они никому не нужны через какое-то время. И усыплять агрессивных собак. Вот такие разговоры ходят. А кто и как будет определять, что это агрессивная собака? Департамент По поведению, ветеринарии, да, или кинологи это там будут специалисты, работать? кинологи должны сами определить, агрессивна собака или не агрессивна. Куда обращаться, если на вас напала собака? Необходимо промыть место укуса и незамедлительно обратиться к врачу. Сообщить о случившемся в ЕДДС по номеру 112 или по номеру полиции 102. Нападение собаки квалифицируется как причинение физического вреда человеку и может квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и зависит от тяжести причиненного вреда здоровью.
Необходимо подать заявление в полицию, так как вам понадобится протокол об административном правонарушении в отношении хозяина собаки, которая напала на вас. Прохожу мимо какого-то рынка, там, особенно строительный, да, у нас там в ящиках, в коробках, вот еще раз повторюсь, там щенки. Их там просто вот заберите, тетенька, заберите к себе. Также и в приют вот приводят таких же щенят. Там в день, по-моему, их очень много. Да, без брошенных щенят, естественно, переносят в приют, пункт передержки, и они там содержатся пожизненно в данное время. После стерилизации и вакцинации. И опять же они там остаются. Остаются. А что делать с их хозяевами? Никакого, вот, ну, ответственность какую-нибудь несут за выброс, как говорится, своих этих животных? Да, если идет выброс животных, если установят, кто именно выбросил, тогда да. Ответственность будет по статье 5.4, это уже тоже департамент ветеринарии. Это уже нарушение правил содержания животных. Выбрасывать животных нельзя. Тогда еще раз, ваше мнение конкретно, как председателя административной комиссии, если наши все-таки вот примут закон уже, да, вы на что готовы будете, как решать вообще? Какие пути решения все-таки окончательно? Если примут этот закон, то, ну, по идее, этот законопроект, в принципе, не касается административной комиссии. Это только отлов. Но вы же все равно будете по этому закону работать-то? Нет. А если ветеринария передаст свои вот эти... Нет, это уже не касается законопроекта федерального. Это местный закон, который действует уже давно. Это КоАП РСЯ. Мы же говорим о законопроекте, который хочет внести поправки в закон содержания животных. Это федеральный закон. Этот федеральный закон, он нас не касается. Он нас касается кодекс... Это федеральный закон нас не касается. Ну, я имею в виду административных комиссий. Этот закон о содержании животных касается приютов, пунктов передержки, которые там содержатся, которые отлавливают и потом содержат этих животных. А что это сами делать дальше? Вот этот закон позволит местной власти регулировать эти отношения уже на местах, уже по-своему, с учетом этих особенностей местных. Я еще и говорю по поводу, есть еще кодекс Республики Саха-Якутия, вот в статьях правонарушениях, где есть статьи, регулирующие тоже вот, касающиеся этих отношений животных, собак и кошек. Вот это по этому поводу, да, если вот статью нашу 5.4, это тоже поправка, но только уже поправка оригинальный закон. Если эту поправку примут уже местные ильтуменовцы, депутаты ильтумена, то эту статью передадут административным комиссиям. Тогда уже пойдут массовые рейды. У нас людей все-таки больше, чем у департамента ветеринарии, намного больше, у всех округов. Имеют специалисты, и они пойдут проводить массовые рейды, чтобы полностью исключить самовыгул домашних животных, не бродячих животных. Бродячих животных нужно отловить и отвезти в пункт передержки. А домашних животных должны быть в своих территориях, или если выходят за свою территорию, то они должны быть на намордниках и с поводком, с хозяином. Без хозяйных животных сразу отлавливаете? Сразу уже отлов, это уже приют. Если в приюте выясняется, что если придет хозяин за этой собакой, то на него уже составляется протокол, соответственно, и наказание, штраф. Штрафы нужно увеличить даже тоже по этой статье. Тогда мы полностью или хотя бы минимизируем самовыгул животных, что приведет к уменьшению размножения бездомных животных и, соответственно, нападений на собак. То есть я хочу сказать, нужно, значит, отрегулировать именно вот ту систему, которая будет заниматься именно вот этим вопросом, да, и отловом, и стерилизацией, самовыгулом. Это то есть целый комплекс. Да, не так должно быть, что нет, это не к нам, это к департаменту, нет, это не к нам, это в ИЛТУМЕН, да, такого, чтобы не было, надо, чтобы одна система была, да, чтобы все документы были в руках, допустим, верно. У администрации, да, говорится, местных административной властей. комиссии. Да. Например. Вот. Тогда уже, мне кажется, вот такого да, вот а то у нас не сейчас будет. регистрация у нас, а содержание у департамента ветеринарии. И опять же, то есть административная комиссия опять же не отвечает за вот приют, за содержание собак. Ну, за приют точно мы не отвечаем. Ну вот, мне кажется, нужно все как-то это объединить же, чтобы одно лицо там отвечало, не то чтобы одно лицо, а как бы одна система была.
А то у нас получается, это не наша прерогатива, это департамент, это они. Ну, как-то так, да? Вот. Ну, отловом административные комиссии точно не будут заниматься. Отлов — это уже специальные службы, которые отлавливают собак и перевозят к пункты. Спасибо, Феликс Александрович, еще раз Спасибо за то, вам. что приняли наше приглашение. Ну, мы надеемся, что все-таки этот законопроект в конце концов будет принят и все-таки решится этот острый вопрос. Он не только в Якутске, и в целом по республике. Да. Я бы хотела от себя добавить, необходимо призвать депутатов ЛТМН услышать мнение населения и кратно ужесточить административные штрафы за самовыгул собак, вернуть в практику административное наказание для владельцев домашних животных за уклонение от их регистрации. Также в детских садах, школах и вузах запустить различные проекты, проводить беседы, лекции, уроки, направленные на воспитание у детей и молодежи гуманного отношения к животным. Может, это позволит постепенно изменить менталитет в обществе. На этом на сегодня все. До встречи на следующей неделе. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.